Ингурские башни удивляют своим величием и изящностью. Эти памятники архитектуры представляют особую ценность для нашего народа. День ингурских башен в Ингушетии впервые отметили в 2021 году. Праздник появился благодаря указу главы республики Махмуда Али Калиматова. В стенах НГУ традиционно проходит научно-практическая конференция в День ингурских башен. В зале специалисты, историки, археологи, сотрудники научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева и студенты профильных факультетов. На сегодняшний день в горной части республики насчитывается около 5000 древних памятников от эпохи бронзы до позднего средневековья. Это башни, склепы, храмы и святилища. Каждый памятник по-своему уникален и хранит свою особенную историю. Собравшиеся отмечают, ингурские башни – это предмет гордости целого народа. Эти памятники, они являются доказательством того, что высокого уровня развития наших, как говорится, предков. Они говорят еще о том, что, знаете, часто говорят, что фамилии строили башни, все такое. Да, инициаторами были фамилии. Но я уверена, что не только фамилии были инициаторами, потому что когда смотришь, например, Тардим, там один камень. Все выдержано в одном цвете, понимаете? Смотришь, там другие башни, они более темные, тоже в другом цвете, понимаете, как так? Среди самых известных памятников башенное селение Таргим, Хамхи и Гекал, крупнейший и отлично сохранившийся замок Эрзи, один из древнейших в России христианских храмов Тхабаирды, замковый комплекс Вовнушки, ставший финалистом конкурса «7 чудес России». Археолог Евгений Крупнов писал, ингурские башни Вов являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения. Они поражают простотой формы и монументальностью. Каждой башне присуща индивидуальность, разнообразие форм и количество арочных камней и конструкций, а самое главное – декор и архитектурные элементы. Участники конференции единого мнения, что важно собираться и чаще говорить о нашем наследии. Ингурская башня, архитектура, ингурские средневековые памятники являются не только достоянием Ингушетии, но и жемчужиной всего Северного Кавказа, также российской и мировой культуры. В этом мнении практически единодушно сходятся историки, культурологи не только нашей страны, но и, в общем-то, всего мира. Сегодняшнее выступление готовили не только историки. Наша конференция носит междисциплинарный характер. Очень важно сохранить наше наследие, а также исследовать башни и наше наследие новыми методами, в том числе и физическими, физико-химическими. Мы, в свою очередь, можем предложить разные методы анализа ископаемых артефактов, как разрушающего, так и неразрушающего контроля. И очень важно вот это взаимодействие между дисциплинами, казалось бы, такими далекими, как физика и история, археология. Сегодня здесь собрались люди, которые имеют прямое отношение к нашей истории, к нашей материальной культуре. Мне кажется, такие встречи для нас очень важны. И вот благодаря тому, что это сегодняшнее мероприятие, посвященное Дню ингурских башен, то, что оно было учреждено нашим президентом Махмуд Али Калиматовым, это является еще одним подспорьем, еще одним поводом для того, чтобы нам чаще встречаться, чаще обсуждать и приобщиться к нашей истории. Сегодняшние темы невозможно переоценить, особенно для молодого подрастающего поколения. Нужно знать нашу историю, быть в курсе, как я сказала, это особенно важно для подрастающего, для молодого поколения. Благодаря инициативе Махмуда Али Калиматова в Ингушетии культурному наследию, в частности сохранению, реконструкции отдельных башен и целых башенных комплексов уделяют особое внимание. О важности этого вопроса глава республики говорил в ходе поездки в горную часть республики с первым заместителем министра культуры России Сергеем Обрывалиным, который 22 марта посетил республику с рабочим визитом. Важно воссоздать башню в первозданном виде, такой, какой ее оставили потомкам первые обитатели. Уже сейчас проводится большая работа совместно с промышленно-финансовой группой «Софмар» Микаила Гуцериева. Руководитель субъекта уверен, мы просто обязаны сохранить наши величественные башни. Это специалисты, археологи, этнографы, полностью историки. Восстановление вот этих башен
Если их не восстанавливать, почему мы акцентируем и почему Баширин Михаил Савельевич и министерство сейчас вот к этому подключилось? Потому что мы утеряем это все. Вот сегодня реставрация этих башен, они еще веками будут стоять. Мы сохраним их для поколения. Поэтому сегодня и есть такой настрой. Особую роль в сохранении самобытности истории ингушей играет подрастающее поколение, в частности, студенты исторических факультетов, которым в будущем предстоит более углубленно изучать вопросы памятников архитектуры и работать в этом направлении. На конференции я узнала очень много нового, так как ее посетили и выступили доктора наук, археологи, профессора, рассказали о непосредственной работе в Горной Ингушетии. И я считаю, что я получила много нового сегодня, посетив эту конференцию. Студенты исторического факультета ежегодно отправляемся в горы на археологическую практику, где нам подробно рассказывают о башенных комплексах, о святилищах, о храмах, которые непосредственно находятся в Горной Ингушетии. День ингушских башен – это личный повод узнать больше об исторических памятниках нашего народа, поехать в горы и еще раз насладиться красотой этих сооружений. Наши предки оставили нам самую богатую память. Важно ее сохранить в первозданном виде. Рина Цычоева, Джамалил Сутыгов, Новости 24.